بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبركة والإنعام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. أما بعد. Дорогие братья, дай Аллах, чтобы сегодняшний день и последующие дни были для нас баракатными, чтобы Всевышний Аллах принял все наши благие деяния. Дорогие братья, мы с вами находимся вместе Раби'ун аль-Аввал. То есть Раби'ун аль-Аввал — это тот месяц, в котором родился наш пророк, алейхи салату вассалам. И, дорогие братья, Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: «Бисмиллахир рахманир рахим, ва ма арсалнака иля рахматан лил аламин». То есть Всевышний Аллах говорит нашему пророку: мы не спасали тебе только милостью мирам. И, дорогие братья, наш пророк, алейхи салату вассалам, это самая большая милость для нас. Ибо посредством нашего пророка мы узнали Всевышнего Аллаха. Ибо посредством нашего пророка мы узнали, как поклоняться Всевышнему Аллаху. И, дорогие братья, сегодня вместе Раби'ун аль-Аввал я бы хотел поговорить о рождении нашего пророка и о первых годах его жизни. Дорогие братья, наш пророк, алейхи салату вассалам, родился в 571 году, санатуль филь, то есть в год слона. Год слона — это тот год, когда Абрахат с большим войском направился в сторону Мекки, чтобы разрушить Каабу. Но Всевышний Аллах защитил Каабу, погубил Абрахата вместе с его войском. И в этом году родился наш пророк, алейхи салату вассалам. Дорогие братья, посмотрите, что говорит мать нашего пророка Амина. А мать нашего пророка Амина говорит: «Лама валатту хараджа мин фарджи нурун адаат лаху кусуру Шам». То есть мать нашего пророка Амина говорит: когда я его родила, то есть нашего пророка, из моего чрева вышел нур, вышел свет, который озарил дворцы Шама. Дорогие братья, Шам — это нынешняя Сирия, а рождение нашего пророка, алейхи салату вассалам, это было в Мекке. И кроме этого, что говорит мать нашего пророка Амина, она говорит: вот эти вот боли, которые присутствуют у беременных женщин, этих болей у меня не было. А когда родился наш пророк, алейхи салату вассалам, он был чистым, пуповина была перерезанная. وقد روي أن إرهاسات بالبعثة وقعت عند الميلاد. И сообщается, что рождению нашего пророка, алейхи салату вассалам, существовал целый ряд знамений будущего пророчества. Фасакатат арба ашра шурфата мин Ивана Кисро. Рухнули 14 раз Хасроя. Вахамадат нару лати ябуду халмаджус. Погас огонь, которым поклонялись оглепоклонники. Ван хадамат канаис хаула бухайрат сауд бада ангасад. Было такое озеро, которое называлось Сават. И вокруг этого озера было очень много церквей. И эти все церкви рухнули после того, как вода из этого озера ушла под землю. И, дорогие братья, когда наш пророк, алейхи салату вассалам, родился, мать нашего пророка послала человека за дедушкой нашего пророка Абдул-Муталибом, так как отца у нашего пророка не было. Отец нашего пророка Абдуллах умер еще, когда наш пророк, алейхи салату вассалам, был в чреве своей матери. И дедушка нашего пророка Абдул-Муталиб, когда он пришел, он очень сильно обрадовался рождению внука. Он взял его на руки, он прижал его к груди. После этого сделал таваф вокруг Каабы, воздал хвалу всемущему Аллаху и назвал его Мухаммадом, то есть хвалимый. Дорогие братья, хвалимый на небесах, хвалимый на земле. И вот это вот имя Мухаммад, она не была известна среди арабов, но дедушка нашего пророка Абдул-Муталиб назвал его этим именем. И, дорогие братья, и первая, после его матери, первая, кто кормила нашего пророка своим молоком, это была Суайба, вольноотпущенница Абу Лахаба. Она была после матери нашего пророка. А мать нашего пророка Амина покормила нашего пророка своим молоком только 7 дней. И после этих 7 дней его кормила своим молоком вольноотпущенница Абу Лахаба Суайба. И Суайба, когда родился наш пророк, алейхи салату вассалам, она пришла к своему господину, то есть Абу Лахабу. И она обрадовала радостной вестью, что у тебя родился племянник. И Абу Лахаб из-за этой вести, из-за этой хорошей вести освободил Суайба от рабства. И Суайба — это та женщина после матери нашего пророка, которая кормила нашего пророка грудью. И кроме этого, Суайба, она еще кормила
дядю нашего пророка Хамзу. То есть дядя нашего пророка Хамза и наш пророк, алейхиссалату вассалам, они были ровесниками. А как они были ровесниками, дорогие братья? Дедушка нашего пророка Абдул-Муталиб, он в один день женился сам и женил своего сына. То есть свадьба отца и сына была в один день. И после этого в один год родился наш пророк, алейхиссалату вассалам, и дядя нашего пророка Хамза. И кроме того, что Хамза был дядей нашего пророка, он был еще молочным братом. Дорогие братья, среди оседлых арабов было принято подбирать для своих детей кормилец из числа бедуинов. То есть бедуины — это те арабы, которые жили в пустыне. И почему? Потому что ребенок, который вырастал среди бедуинов, он вырастал крепким, нервная система была крепкая, язык, арабский язык был чистый. И дедушка нашего пророка Абдул-Муталиб, он начал искать для своего внука, то есть для нашего пророка, алейхиссалату вассалам, кормилицу, чтобы она кормила его своим молоком. И, дорогие братья, после Сувейбы, следующая, кто кормила нашего пророка своим молоком, это была Халима. Халима из племени Бану Саад. Она была женой Хариса. И Халима рассказывала о том, что в свое время она со своим мужем и ребенком, которого она кормила грудью, в числе других женщин выехала, чтобы поискать детей, которые нуждались в кормилицах. И вот эта вот группа женщин, она направила в сторону Мекки. И когда они прибыли в Мекку, Халима говорит: «Фама мина имрату иля вакад урида алейха Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям фаттабаху». Халима говорит, и среди нас не было ни одной женщины, которая бы не отказала от посланника Аллаха. То есть каждой женщине, дорогие братья, предложили нашего пророка, чтобы они кормили его своим молоком, и все отказывались. Когда они слышали, что это ребенок-сирота, они говорили: «О, сирота, а что сделать его мать, а что сделать его дедушка?» Они хотели вознаграждения. И Халима говорит, все женщины, которые приехали с ней, они нашли детей, чтобы кормить своим молоком, а она одна осталась. И когда мы возвращались, говорит Халима, я не хотела возвращаться без ребенка, тогда как все женщины, которые приехали с ней, нашли ребенка. И она говорит, я сказала своему мужу Харису: «Аллахи, ла адхабанна иля далика аль-ятим, фала ахуданнаху». Клянусь Аллахом, то есть Халима говорит, я сказала своему мужу, клянусь Аллахом, я пойду и возьму этого сироту, чтобы там после этого не было. И после этого Халима говорит, что мой муж Харис сказал мне: «Ла алейки антаф алей, асаллаху аяч алана фихи барака». Нет ничего плохого, если ты возьмешь этого сироту. И быть может, сказал Харис, то есть муж Халимы, Всевышний Аллах пошлет нам последствия его баракат. И после этого Халима говорит, я пошла и взяла эту сироту, то есть нашего пророка. И она вернулась обратно. Дорогие братья, Халима говорит, когда мы полностью, вот эта вот группа женщин, когда мы направлялись в Мекку, чтобы взять этих детей, что у меня была белая ослица, еще была верблюдица, которую мы доили, но год был голодным, была засуха, и эта верблюдица ни капли молока не давала, когда ее доили. И у меня самой не было молока, чтобы накормить своего сына. Этот сын мой плакал. Почему? Потому что не было у меня молока. Ночью нам спать не давал. Положение было очень тяжелым. Но, говорит Халима, когда я взяла этого сироту, то есть нашего пророка, и обратно вернулась туда, и когда я села, чтобы накормить нашего пророка, алейхиссалату вассалам, вдруг-то молоко. Не было до этого молока, дорогие братья, но вдруг молоко появилось. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, вдоволь напился. И еще нужно заметить, дорогие братья, наш пророк, алейхиссалату вассалам, только кушал одну грудь. Вторую грудь он не трогал. Почему? Потому что это был удел его брата. И после этого Халима говорит, я взяла своего сына. Не было до этого молока, и вдруг молоко появилось, и мой сын вдоволь напился. Я уложила их, они легли спать. И после этого говорит Халима, мой муж Харис подошел к этой верблюдице, и когда он начал доить, до этого, дорогие братья, не было молока. И вдруг молоко появилось, и Харис, мой муж, надоил много молока. Мы выпили, я выпила, мой муж выпил, дети были сыты, мы легли спать. И Халима говорит, что это была самая прекрасная ночь. И это была самая прекрасная ночь, говорит Халима. И на следующее утро Халима говорит, что мой муж Харис сказал мне: «Та'аллами валлахи я Халима, кад ахасти насамата мубараката». Знай, Аллахи, клянусь тебе Аллахом, что ты взяла баракатную, самую баракатную, благословенную душу. И Халима говорит: «Валлахи инни ла арджу залика». Я клянусь Аллахом, я тоже хочу, чтобы так было. И после этого Халима говорит, я села с этим ребенком на свою белую ослицу.
та белая ослица, которая отставала, когда мы ехали в сторону Мекки, сейчас она далеко вперед ушла. И те женщины, которые были со мною, они говорили мне, говорит Халима: «Я ибн Аби Зуайб, вайхак, ирби алейна, алейсит хази атаника лети кунти харашти алейха». То есть они говорили: «О, Халима, горе тебе, подожди нас, разве это не та ослица, на которой ты приехала?» И после этого я им сказала: «Балла валлахи иннаха лахия, клянусь вам Аллаха, это та самая ослица». И после этого эти женщины говорили: «Валлахи инна лаха шанан». С ней что-то случилось. Дорогие братья, конечно, с этой ослицей что-то случилось. Почему? Потому что эта ослица знала, что она уже везет самую благословенную душу. Почему? Потому что наш пророк, алейхи салату вассалам, что говорит? Наш пророк, алейхи салату вассалам, сказал: «Иннаху лейса шейун байна самаи вал арди илля я'ламу анни Расулуллах илля асил джин вал инс». То есть наш пророк, алейхи салату вассалам, говорит: нету ничего сущего на небесах и на земле, которое бы не знало, что я являюсь пророком, кроме джиннов и людей, которые меня ослушались, кроме тех джиннов и людей, которые не покорились мне. И эта верблюдица, эта ослица, она знала, что она везет самого благословенного человека, самого благословенного ребенка, и поэтому она вот так вот далеко ушла. Дорогие братья, посмотрите, какой баракат появился в их семье после того, как в их семье появился наш пророк, алейхи салату вассалам. Халима говорит, когда наш скот выходил на пастбище, наш скот приходил обратно домой, и наш скот давал много молока, когда как у соседей ни одну каплю молока не могли доить. И тогда соседи говорили своим пастухам: «Вайлакум исраху хайсу таясру ара бинт Аби Зуайб». То есть они говорили своим пастухам: «Горе вам, а пасите там, где пасет пастух Халимы». И Халима что говорит? После этого все вот эти наш скот соседей, они вместе уходили на пастбище, вместе паслись на одном пастбище. И когда они возвращались, вымя нашего скота были полные, мы много молока доили, когда как у соседей не было ни одной капли молока, говорила Халима. Вот такой вот баракат у них появился из-за нашего пророка, алейхи салату вассалам. Благодаря нашему пророку, алейхи салату вассалам. Наш пророк, алейхи салату вассалам, с рождения был такой вот баракатным. И наш пророк, алейхи салату вассалам, в семье Халимы, то есть племенем Бану Саад, провел 2 года. После того, как прошли вот эти 2 года, Халима говорит, что мы очень сильно привыкли, мы очень сильно полюбили этого мальчика, то есть нашего пророка. И она говорит, что я не хотела возвращать его матери Амина. И Халима, что она говорит? Она пошла и начала уговаривать мать нашего пророка Амина, чтобы Амина оставила нашего пророка в его семье. И из-за того, что она так сильно уговаривала, мать нашего пророка Амина согласилась, и наш пророк, алейхи салату вассалам, в семье Халима остался. И остался он, пока нашему пророку, алейхи салату вассалам, не исполнилось 4 или 5 лет. И когда нашему пророку, алейхи салату вассалам, исполнилось 4 или 5 лет, случилось такое, что ангел Джибраил спустился с другими ангелами. Наш пророк, алейхи салату вассалам, когда игрался с детьми, ангел Джибраил взял нашего пророка, повалил на землю, распорол ему грудь, вытащил оттуда его сердце, распорол сердце, взял оттуда густо крови и сказал нашему пророку: «Хада хадду шайтан минг», то есть это удел шайтана от тебя. После этого сумма гасаду фи тистин мин захабин бима'i дамдам. После этого помыл вот это вот сердце в золотом тазике из воды Замзама и поставил сердце обратно. И когда все это увидели, молочные братья нашего пророка, они испугались. Они побежали к своей матери Халиме и рассказали. Они сказали, что Мухаммада убили. И Халима, испугавшись, пришла туда. Но когда она пришла, она увидела нашего пророка целым. Но цвет лица был изменен. Только цвет лица бы изменился. И Халима спросила нашего пророка, что случилось. И наш пророк, алейхи салату, все ей рассказал. И она испугалась. То есть Халима испугалась, что это может быть сихр, что это может быть колдовство. Она сама взяла нашего пророка и вернула матери Амина. И мать Амина, когда увидела Халиму, всего ребенка, она спросила: «Почему ты его вернул мне? Почему ты вернула его мне?» И Халима сказала: «Нет, ничего, просто я вернула». И тогда Амина еще раз спросил: «Ты так сильно уговаривала меня, чтобы я оставила, а здесь ты сама вернула». И после этого Халима сказала, что вот такое-то случилось, и я боюсь, что это будет колдовство, что это будет сихр. И что сказала мать нашего пророка Амина? «Не бойся», сказала Амина, «этого ребенка не коснется колдовство».
этого ребенка не коснется колдовство. Ибо когда я его родила, из моего чрева вышел нур, вышел свет, который озарил дворцы Шама. И кроме этого, говорит мать Амина, когда я была беременной, мне во сне сказали, Та'аллами, я Амин, лакат хамалти бисайд ал-аламин. Мне во сне сказали, знай, о Амина, что ты беременна господина миров. То есть этот ребенок будет господина миров. И так вот наш пророк, алейхи салату вассалам, вернулся к своей любимой матери. Но когда нашему пророку, алейхи салату вассалам, исполнилось 6 лет, Амина, желая постичь память покойного мужа, Амина решила навестить его могилу в Ясрибе. То есть Ясриб — это в Медине. Отец нашего пророка Абдулла, он умер в Медине, он был захоронен в Медине. И Амина вместе с нашим пророком, алейхи салату вассалам, с его дедушкой Абдул-Муталибом, еще с рабыней, они отправились в Медину навестить вот эту вот могилу. И там, будучи там, Амина заболела. И когда они возвращались обратно домой, в местечке, которое называется Абва, не стало матери нашего пророка Амина. И, дорогие братья, наш пророк, алейхи салату вассалам, в 6-летнем возрасте он остался круглой сиротой. Круглой сиротой, не было у него отца, не было у него матери. Абдул-Муталиб, то есть дедушка нашего пророка, алейхи салату вассалам, он вернулся со своим внуком обратно. Но дедушка нашего пророка Абдул-Муталиб очень сильно любил его. Его сердце было охвачено жалостью по отношению к осиротевшему внуку, которого постигло новое несчастье. Дорогие братья, но Абдул-Муталиб очень сильно любил нашего пророка. Он предпочитал нашего пророка своим сыновьям. То есть он больше своих сыновей любил нашего пророка. И, дорогие братья, сыновья Абдул-Муталиба, они расстилали коврик ему в коврик в тени Каабы. То есть в тени Каабы сыновья Абдул-Муталиба, они расстилали коврик. И на этот коврик никто не садился из сыновей Абдул-Муталиба, они садились кругом. И когда наш пророк, алейхи салату вассалам, он забирался на этот коврик, то есть дяди нашего пророка, сыновья Абдул-Муталиба, они стаскивали его обратно с этого коврика. И когда это видел, что делал Абдул-Муталиб? Он говорил, дау ибни хада фаваллаху инна лаушадан, оставьте этого ребенка, ибо он многого добьется, говорил. И после этого что делал Абдул-Муталиб? Сумма яджлису мау ала фирашихи, ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه ясно. И после этого он, Абдул-Муталиб, дедушка нашего пророка, он с своим внуком, то есть нашим пророком, он садился на этот коврик, ласкал его по спине и радовался чему-то, что он делает. И, дорогие братья, когда нашему пророку исполнилось 8 лет, умер Абдул-Муталиб, то есть дедушка нашего пророка. Он умер, но перед своей смертью что сказал? Дедушка нашего пророка Абдул-Муталиб, он позвал своего сына Абу-Талиба, то есть дядю нашего пророка, и сказал ему заботиться о нашем пророке хорошим образом. И, дорогие братья, Абу-Талиб заботится о своем племяннике наилучшим образом. Наилучшим образом. В действительности Абу-Талиб, он тоже предпочитал нашего пророка своим сыновьям. Он больше, чем своих сыновей, любил нашего пророка, алейхи салату вассалам. Дорогие братья, посмотрите, что произошло, когда нашему пророку, алейхи салату вассалам, исполнилось 12 лет. Когда нашему пророку исполнилось 12 лет, Абу-Талиб, что дядя нашего пророка, алейхи салату вассалам, взял нашего пророка с собой, чтобы он отправился в Шам. И когда на пути туда, когда они дошли до местечка Бусро, то есть город, который назывался Бусро, и там жил монах, тот ученый того времени. До этого, когда вот знатные курайшиты проходили вот эту вот местность, этот город, ни один раз этот монах не выходил к ним. Но делегации, в котором был наш пророк, алейхи салату вассалам, он вышел. Он что еще делал? Он не только вышел, он прошел через этих знатных курайшитов, никому не подошел, он подошел к нашему пророку, алейхи салату вассалам. Взял его за руки. То есть этот монах взял нашего пророка за руки и после этого сказал: «Хаза саидул аламин». Этот ребенок является господином миров. «Вахада ябасуллах рахматул аламин». И этого ребенка Всевышний Аллах послет милостью мирам. И после этого факола Абу-Талиб: «Ма ильмака бидалика». То есть откуда вот ты знаешь? Откуда ты все это знаешь? Когда Абу-Талиб спросил у этого монаха, что сказал этот монах? «Факала иннакум хина ашрафту мин акба, лам ябка хаджарун, вала шаджурун илля вахарра саджидан, вала ташджуду илля мин набийин». И после этого монах сказал: когда вы прошли местность, которая называется Акба, а Акба — это город в южной части Иордании, после того, как вы прошли этот город, не осталось ни одного камня, ни одного дерева, которое бы не сделало ему земной поклон. А такой земной поклон делает только пророкам, сказал этот монах. Дорогие братья, вот такое вот детство было у нашего пророка, алейхи салату вассалам. Дорогие братья, если мы будем любить нашего пророка должным образом, то мы окажемся с ним в раю.
Что сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ла ю'мину ахадукум хата акуна ахабба илейхи мин валидихи валди ва наси аджмаин». То есть из вас никто не уверует, сказал наш пророк, никто из вас не уверует, если он не будет любить меня больше, чем своего отца, больше, чем своего сына и больше, чем всех на свете. Дорогие братья, если мы так будем любить нашего пророка, то мы окажемся вместе с пророком в раю. Ибо что сказал наш пророк? «Ман ахаббани кана ма'i фил джаннати». Кто будет меня любить, тот будет со мной в раю, сказал наш пророк. И, дорогие братья, дай Аллах, чтобы мы оказались вместе с пророком в раю. Аджарани Аллаху та'ала ва ияка мин азабил алим, ва гафара Аллаху ли ва лакум ва хуа гафурur рахим.